Друзья, всем доброго утра. Доброе утро, ребят. Все, проснулись. Время часиков сейчас 7, наверное, уже, да? Да. Сколько? 7 часов. Прозвенел один будильник сначала на 5, потом второй на 6. Ну, решили Сначала посмотрели, было Да. минус 32, Вон, смотрим. потом минус 30, сейчас уже. Минус 29,6. Это на улице, это начало теплеть. Подержи так все. А сейчас посмотрим минимальную, максимальную. Так, минус 3 это когда устанавливали градусник было. Минус 37,4 самая холодная температура была ночью. Это где-то, наверное, Почти под 40 было уже. да. Вот такая вот температура. Ну, 36,8 что ли, да, держала стабильно около 4 Да. часов. Наблюдали, как будто, я думал, еще заглючил, что ли. Заглючил аппарат. градусник. Что-то на одном месте стоит и всё. Полный штиль. Одна и та же температура в течение 4-5 часов, наверное. И как бы вчера мы рано спать не легли. Потихонечку поболтали, посидели, поели, еды набрали, я уже говорю вам, на неделю вперед. А сколько мы спать легли? В час? Сейчас. После часу, наверное, уже. После часу вот. Нормально, изба прогрелась. Серега вставал, 2 раза печку подкидывал, да, наверное? Один раз я подкинул. Один раз. Я 2 раза вставал, 1 раз подкинул. Вот, и я 1 раз подкинул. Березу все-таки мы нашли. Березу спилили вечерком. Да, у нас тут такой трудовой десант был. Нормально все, дрова сделали, напилили, накололи. Вон целая Да, заготовили. поленница вот здесь. Вот здесь под нарами целую поленницу приготовили. Короче, здесь дрова везде. Запас дров сделали на неделю, так что нам можно жить неделю нам. На завтрак у нас сегодня холодец, макароны с местным тортом, чайковский. Ну вот такой вот рабочий бардачок у нас на столе. Завтракаем и выдвигаемся. Серега говорит, он начал, ветер, ветерочек начал. Минус 30 ветром. Деревья качают. Минус 30 ветром, это, поверьте, хуже, чем минус 36 без ветра. Ну, посмотрим, что будет в течение дня. Будет видно. Пока завтракаем. Перекусим, возьмем с озера живцов, если они еще живые. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Так что завтракаем, выдвигаемся.
Ну что, друзья, вот мы и на озере. Сегодня хоть и минус 29, но с ветром, поверьте, это ничуть не комфортнее, чем было вчера. Вчера было намного теплее. Серега сразу пошел ставить жерлицы, пробурился. Я пробурил свою кровавую полянку. Все лунки, вон, около 20 лунок подкормлены кровью. Вчера накрошили крови здесь. И прохожу все лунки буквально по 5-6 забросов. И у меня уже, друзья, есть первый результат. Это такой вот чернявенький, окушочек. Небольшой. Но поверьте, друзья, это очень приятно. Поймал на блесну. Блеснилку я вот сделал от прошлый год Михаил Пантелеев. Все, я здесь просверлил, сунул, заклеил пистолетом клеевым. Вроде пока держит. Эта удочка намного удобнее, потому что она компактнее. В общем, не знаю, есть, нет окунь. Сейчас я воду немножко еще здесь пустил. В течение часа застынет. Потом попробую натянуть палатку. Хотя не знаю, с таким ветром это получится, не получится. Но попробуем, потому что с таким ветром мы точно долго не выдержим. Минус 30 с ветром — это полная, ну, в общем, мало приятного. Так, одного окуня мы поймали. Продолжаем. Ударил, в принципе, бодренько так, резко. Возможно, его нет, возможно, он подойдет, или я не знаю, посмотрим. Потом, как поставим палатку, попробуем посмотреть в камеру. Пока это делать просто невозможно. Ветер, ледяной ветер просто. Все, продолжаем. Полчаса времени примерно прошло. Такого ахового клёва нет. Серега, он ставит уже 4-ю или 5-ю жерлицу. У меня вот раз, два и 3-й окушок вот только сейчас выдернул. Было еще пару поклевок. И одного жерличного еще Сереге вот отнес. Получается, 4 окуня поймал. Начал уже замерзать. Проверил все лунки. Одного там, одного там. Нет такого клёва, но я на блесну, повторюсь. В общем, жду, пока подсохнет немного лед, то, что воду залил. И буду, наверное, пробовать устанавливать палатку, потому что на таком морозе, с таким ветром, рыбачить совсем некомфортно. Поклевки есть, хотя и редкие. Я так думаю, если поиграть мормышкой в палатке, то что-нибудь, да, наверное, половим. Так что будем натягивать палатку и пробовать ловить на мормышку. На блесну что-то он не хочет. Что-то он уеживается. Ну вот, друзья, установил палаточку свою, Алтая. В этой палатке мы весной около месяца прожили вчетвером в основном. Но было и 5, и 6 человек. Вот. Правда, на льду проблематичнее было эти колышки втыкать. Пришлось повозиться. Ну, часто, наверное, провозился, если не больше. Но зато все, палатка готова. Печка установлена. У меня, друзья, вот такой вот улов. 3 окуня. Закоченевших уже. 3 вот таких вот окушка. Давайте посмотрим, что у нас внутри палатки. Луночки немножко не угадал, но ничего страшного. Там вот луночка. Раз, два, 3, 4 лунки есть. Можно спокойно буриться, если будет клевать. Печку топить пока не буду. Ветра здесь нет. В печке дрова. Как замерзнем, чиркнем спички, и все будет готово. Пока жду Серегу. Серега еще выставляет жерлицы. В общем, буду пробовать ловить на удочку до первой поклевки. Вот и Серега белобровый пришел с белыми ресничками, как Снегурочка. Что, замерз? Есть немного, да. Скоро будет жарко, вон. Все, процесс пошел. Ну-ка, давайте посмотрим. Посмотрим, что у нас там снаружи. А вот он,
Вот он дымочек. Сейчас будет Ташкент. Самые хреновые, вот, ну, собирать долго все. Не люблю разбирать. Вот на Весновке разложился, так жили месяц. А сейчас на один день, не знаю. Если что-то клевать будет, я, пожалуй, наверное, оставлю эту палатку и вернусь сюда еще раз, чтобы порыбачить. Ну, все установил, все красиво. Почему бы нет? Все, дымок пошел. Красота. Давайте посмотрим, что здесь. Сейчас здесь будет тепло. Все, дровишки грелись, можно закрывать. Все. Пошла жара. Как-то вот так. Ну и закрываем. Пока закрываем. Скоро будет жара, мы обратно откроем. И будем ждать поклевок. Что нам скажет сегодняшний день. 3 окуня мы уже поймали. 4 получается. Одного живца и 3 окуней. А на что? На блесну? На блесну сюда. Да, так что будем стараться. Не, друзья, что не говори, а палатка — это вещь. Потрескивает дрова в печке. Я еще на эконом-режиме, так, чтобы сильно жарко не было. Печь дала тепло. Вот уже расстегнулся, убрал балаклаву. Красота. Все четенько. И тем временем, вот я что включился, поклевок нет. Но только что, вот я, видать, подсек или забагрил что-то крупненько такое на полкило. Я подумал, щука сначала, аж вода с лунки поперла, но, возможно, это крупный был окунь. И что самое печальное, мы везде оставили камеру. Оставили везде камеру, сейчас бы можно было посмотреть вот в этой лунке на безмотылку, то, что вчера Серега поймал окуня. Ну, он не клевал, я просто так резко подсек. Я думал, коряга сначала идет, а потом тук-тук, такие удары, пошел, уже вода с лунки пошла. Но, к сожалению, сошел. Я даже не видел, кто это был, но, возможно, это крупный окунь, потому что крупный окунь здесь тоже есть. Грамм по 300-400. Ждем поклевок. Будем играть. Вот на мормышку сейчас пока, но я сейчас тоже, наверное, возьму и блесну тоже попробую. Будем пробовать, потому что бегать по озеру смысла нету. Здесь рыба есть, но, видать, что-то она плохо хочет есть. Надо найти к ней подход. Будем пробовать. Вот у меня червь, опарыш там. На блесну попробуем. Что еще? Мотыля у нас нет. На глаз можно еще попробовать. В общем, до первой поклевки. Все хорошо. Все хорошо. Уже и тепло, и комфортно. Можно сюда прямо вот раскладушку поставить и жить здесь, в этой палатке, но пока не клюет. Сейчас немножко, еще минут 20 порыбачим, потом, наверное, перекусим, да, что-нибудь пообедаем. Да, уже перекусить. Не стали с собой брать чайник. Взяли 2 термоса. Взяли. 2 термоса взяли. А 5 тишку воды все равно взял или оставил? Не стал бы. Не Я стал. думал, что мы, наверное, не будем, скорее всего, пользоваться. Ну, это Ну, да. 2 В принципе, термоса. вон печка есть, можно поставить было. Она. Да, 2 термоса хватит. Конечно. До первой поклевки. Включается в тепле-то. Ну вот тем временем у нас пополнение. Окушко вытащил Серега на опарыша, да? И у меня он тоже окушок клюнул. Получается уже 5 окуней. У меня тоже, кстати, на стоячего хапнул. Вот так поиграл мормышкой. Маленькая мормышечка вольфрамовая, серебряная. Оставил. Хочу попробовать, не знаю, вот этот аттрактант. Работает он не... О! Это что? А, я задел. Я же думал, это... Вот такой вот есть аттрактант у меня. Red Vector, красный вектор. Не знаю, стимулятор поиска и взятия насадки. Нанести экстрактор на
насадку любого типа на крючке капельным дозатором. Выждать 5-20 секунд и начать ловлю поплавковой фидерной штекерной снастью. Ну что, попробуем? Что клюнет, если покажу. Пока выключаемся. Время обеда. Хлеб, наверное, придется тоже подогревать. Что, замерз? Замерз хлеб. Ну, положи на печку, да и растает прямо Давай. так. На Прямо на сковородку. сковородку, да? Да. Скоро обед. Была еще такая же поклевка крупной рыбы, теперь уже на блесну. И опять сход, обидный сход. Но там по весу чувствуется, что кабан реальный. А трактант вот этот, то что красный вектор, ни хрена не работает. Намазали, короче, я мормышку с опарышем намазал, где вот окуня поймал. Червя намазал. И Серега одну мормышку тоже с опарышем намазал. Поклевок нет. Была поклевка одна на блесну. И пока тишина. В общем, есть намазанные, есть не мазанные. Потихонечку пытаемся. Согрелись. Сейчас перекусим. Так, что показалось, или там клюнуло, или ты задел ту удочку? Нет. Ну-ка шевельни-ка ту удочку немного. Или мне показалось, ты поклюнула. Нет, ее нет, не трогал. Шевельни и положи, поставим на стоячку, может быть. Может показалось. Когда так хочется, чтобы клевало. Да. Да. Видать, на этом озере реально зимой рыба не клюет, но который раз уже зарекался, что сюда я больше не приду, но почему-то меня сюда тянет и тянет. На этот раз уже и с палаткой, и совсем. А зарекался, что до весны здесь меня не будет. Ну и что теперь? Может, когда-нибудь да это все-таки будет рыба клевать здесь мне? Нет, она-то будет, только когда? Ладно. Серега тут решил. Колбасу достал. Да. Ну, шикарно, шикарно. Ну, под такой закусь, под такой обед не грех ей вмазать, да? Обрыбились сегодня? Гребели. Сколько у нас там? 3, 4, 5 и вчера 1. 6 окуней. Так что Серега, который сказал Осипов, что мы поймаем 4 окуня, был в корне неправ. Мы поймали 6 окуней уже. Как-то вот так. Что, колбасу тоже греть будешь? Ну, оно все. Замерзла? Конечно. Зубы будут сводить. Понятно. Ну ладно. Скоро мы будем кушать. У меня живот аж зажурчал. Да, я сижу, я тоже слышу, что уже начинает разговаривать потихоньку. Все греть надо, потому что все ледяное. Ну, отлично, разгорелась. Приоткрываешь поддувало и все, маха начинает. Закрываешь экономку и комфортно. Хлеб подходить начал. Все, даже в рюкзаке все позамерзали, все продукты. Ну, конечно, такой мороз, блин. Это у нас после 36-30 уже кажется нормально, блин. А на самом деле-то не жарко, да еще и с ветром, блин. Ну, скажем так, жизнь налаживается, да, потихоньку? Да. Летом я таких выкидываю, блин. Ну ничего. Ну, летом. Сейчас вот 4 штуки поймал, коту летом принес. и это. Кот, в принципе, отблагодарил. Сказал, спасибо, хозяин. Спасибо. О, как хорошо-то стало. В общем, аттрактант ни хрена жрать не хотят. Что, время обеда? Время обеда надо. Тут Так, смотришь и клевать начнет. холодец. Можешь на холодец попробовать? Да, можно холодец. Как прикормку, да? Тут уже и крови, и чего только нету. Да. Может, им такой надо прикормки какой-то? У меня, кстати, есть фидерная прикормка какая-то. Можно попробовать перемешать, докинуть. Плотвы здесь нету на этом, блин. Тут чисто окунь и щука. Никакой другой рыбы здесь нет. А фидерная что там у вас?
Я не помню. Нет. Была какая-то. Плохо только здесь вещи повесить некуда, а так вообще палатка здорово. Я уж думал, знаешь, собачьих, как знаешь, гардеробных-то бывает на стойке такие. Думаю, поставить какой-нибудь угол, вешалку. Типа треноги что-то, знаешь, как в вешалке-то, в столовых-то. Замерзла. Не, полный налил, видать. И... О, вакуум. Вакуум, да. Так. Чё? Блин. Можно и перцой. Не, перцой мы согрелись уже. Ну ладно. Типа замерзшие, да? Да, типа замерз. Мы же замерзали сегодня. Пока палатку. Я еще до последнего не хотел поставить. Потом поставил палатку, думаю, вроде тепло стало. Печку, блин, думаю, ну ладно, что, зря тащил, что ли, разобрал. Но теперь ни капли не жалею. Комфортно согрелись, считай. Даже откроешь, и жара получается. Так. В принципе, можно, да, на льду прям, ну, с ночевкой. Запросто. Запросто. Раскладушку Да. так. Нет, как мы с Ромой делали, как-то раскладушка так и так вот. Ну, как раз вот две раскладушки. Тут, скажем, столик между раскладушками. И возле раскладушек вот такие лунки можно. 3, 4, около 6, 7, 8 лунок можно сделать. И, пожалуйста, ты считай, Да. половил, полежал, перекусил, вот столик, там все. Также и буксировщик не надо гонять туда-сюда, там, в избу, там, это, да. Ну, получается, мы же все равно в избу же ездим с озера. Ну да. А так... Не, ну насчет этого-то в избу. Тут-то не сильно далеко. Тут что, километров, наверное, 7, наверное, да? 6, 5. Все равно. Ну, все равно, ну, в избе комфортнее. Ну, в избе, да. Тут, если только весенние короткие ночью, длиннее, сейчас зимние ночами нет. И что? По идее, можно в спальнике, если залечь, на эконом-режим чпок. Она на 4 часа, что ли, хватало, весной мы засекали. Можно, почему нет? Если избы нет. В избе это все равно комфортно. Так, на, держи. Так. Блин, что у нас какой-то кривой? Я, наверное, вот сюда лучше. Будьте? Да, Ну, еще помаленьки, немножко, да? Хорошо. Чтоб клевало. И немало, и чтоб за это ничего не было. Перцовочки. Красота. Рыбу много не поймали, но процесс пошел по полной. Нет, по половинке. Не упадет у тебя? Держи, это стол у нас кривой. Так. Как-то вот так. Не ради пьянки, а здоровье для. Будьте здоровы. За рыбалочку. Давайте. Как бы не было, все равно рад, конечно, поехал. Смотри, сколько мы рыбы наловили. Да. Нормально, что. Сам процесс такое маленькое, короткое путешествие, но Будешь на работе вспоминать буду потом. вспоминать вообще, да. Будем. Так что в палатке этой жить можно. Ловить можно. Мы весной, я говорю, вот месяц жили. Месяц стояла, она выцвела аж, пока стояла. И этой весной она будет стоять. Я ничего не решил, или там же, или на другом месте, ну, на острове. Может, хлебушка посыпать? Что только их нужно. Не кормлю, блин.
Уже я с ней и так, и так. С актантом и без него. Он никак не хочет. Я знаю, верь, придет она. Ну, смотришь, уже и аппетит нагуляли, блин, вроде с утра не хотели есть. Представляешь, минус 30 с таким ветром, чтобы у нас там снаружи творилось. Что у нас там по времени? Ага, время уже 1:05. День прошел практически. Часа полтора еще осталось светлого времени. Ну, если клевать будет, можно и лампочку, фонарик поставить, да и все, лишь бы клевало. Ну что, вот пришли, клюнул, да, один, и потом что, тишина. Так что будем ждать, когда она соизволит клюнуть. Ну что, жариться может сработать. Дай бог. Живцы, я их поймал, знаешь, когда? По открытой воде еще. В октябре месяце. Ноябрь, декабрь, январь. 3 месяца они живут вот в тюрьме. Уже некоторые побывали уже на жерлицах, я их ставил. Потом оттуда убираю, но через жабры опять ставлю. Ну, несколько подохло, видать, жабра повреждена. Самый лучший живец вот этот озерный голян. Что щука, что налим. Обожают его вообще. Так, ладно, пообедаем. Согреемся и попробуем еще вокруг палатки здесь обуриться. На то место схожу, вот где весной рыбачили. В общем, часа полтора у нас времени еще есть. Перекусим, будем рыбачить. И попробуем до вечера уж что, да? Может, да. Вечерком фонарик сделаем, включим, да и все. Да. Я вообще только за. Попробуем. Надо все пробовать. Может, он ночью клюет. Хрень он знает, что, стул сломал. Ну, кусок хлеба съел, да тяжелее стало. Поправился. Разложился стул? Нет, чуть. Так, друзья, пообедав вышли подышать свежим воздухом, заодно посмотреть, сработали ли жерлицы. И Серега говорит, есть один загар. В общем, идем. А ты чё без этого? Без лопатки, без... Вообще ничего не взял. Ни лопатки, ни пешни, блин. Там у тебя там на улице твой есть. И пешню возьми на всякий случай. А? Пешню тоже возьми на всякий случай. В общем, я вот не вижу. А он, да, вроде бы что-то есть. Загар там возле берега. Серега заметил, увидел. Он начало уже темнеть. Потихоньку останемся до темноты. Включим фонарики, потому что посмотрим, может быть он в темноте клюет. Не знаю. Видно, что рыба есть. Плохо, конечно, что нету камеры, чтобы посмотреть. Пешню тоже возьми. В общем, сейчас посмотрим, поглядим, что у нас там сработало. Возле берега на крайней жерлице есть загар. Ну, что сработало? По-любому щука, что еще? Здесь весной мы щуку ловили с Иваном Григорьевичем. Штук десяток таких хороших, по 2,5, около 3. Полторашки были. Щука здесь есть. А, вон, да, вон вижу. Теперь и я вижу. Их загар. Вот я сейчас тоже проверим жерлицу. Мы тоже сюда приду. Посмотрим. Попробую поблеснить. У меня, конечно, блесна без поводка. Если ударить, щука порвет. Но попробуем. По крайней мере, вон флаг горит. И дай бог, чтобы это была щука. Вот он, наш флаг.
дай бог, чтобы наконец-то поймали мы что-нибудь. Приятно, да? Вон резинка у тебя улетела куда-то. Что-то ты слабо засыпал, Серег. Ну, давай, делай вещи. Леска не размотана. Не размотана? Нет. Значит, выплюнула. Да, я вот тоже так думаю. Что тогда она и так пойдет? Пойдет, пойдет, она и шевелится. Дергает. Еще. Вроде. Есть, да? Не спеши, не спеши. Леска, смотри, у тебя тонкая. Крючка нет, да, багра? Багорика? Ничего себе, не размотано. Размотано. Да ты сейчас запутаешь всю леску. Намотал уже. Не спеши, у тебя леска гнилая, блин. Она не гнилая, почему? Тонкая. Тихо, тихо, Так, тихо. так, Спокойно, спокойно. Не лезет? Хорошенькая, да? Сопротивляется хорошо. Лунку не лезет. Хоть что, соточка, правильно, надо 130 хотя бы. Тихо, тихо, тихо. Вот она. Вот она, золотая щука, наконец-то. Янцикаден. Ну-ка, глянь сюда. На свою счастливую морду. Ты все-таки сделал это. Да. Вот Янц. такая красавица. Красная, видишь? Здесь они красные. Да. Вообще красивые, золотые щуки. Красавица. Раскаленного озера. У меня ролик был даже золотые щуки раскаленного озера. Хороша, около душечки, да, где-то? Да, такая. Кило 800 где-то. Сопротивлялась хорошо. Ну, Вот. видишь, сработало. Ради вот этой я щуки я сюда и ехал. Молодец. Молодца, Серега, молодца. Все-таки. Вот он и на нашей улице праздник. Все-таки мы взяли эту щуку. А я пессимист, получается. Я даже жерлицы свои не выставил. Думаю, Серега ставит. Сейчас, думаю, если сработка будет, потом выставим. А вот Серега вот поставил, получается, здесь возле берега на мелкоте. И сработало. Янцикаден. Так что я сейчас попробую. У тебя зевника нет? Что? Зевника нет? Нет. Нет, у меня там есть где-то, должен быть. Видите, я редко. А? Редко попадаю на рыбалки и как бы я сильно не запасаюсь. Ну вот. Сейчас попробуем. Заглотил это хорошо. Ну и это радует. Главное, не сошла и все. Я уж переживал, думаю, блин. Я тоже, я ее приопустил сначала. А я смотрю, леска тонкая, Она блин. когда начала уже это, я думал, ну, приопущу немножко. Леска тонкая. Вот у Андрюхи рвет такие. У тебя 0,35, да, леска? Да, что-то. Да, и надо 0,5, не меньше, блин. Потому что тут такие эти есть, блин, экземпляры, что... Все, берем удочку, балансир, ой, блесну и прогуляемся по лункам. Сейчас здесь тоже продолблю. Жерлицы ставить уже смысла нет пока, я так думаю. Да? Да. Скоро все равно. Не успеем, потому что сегодня выезжать, завтра у Генчика день рождения. А так, вон, пожалуйста, зима не зима, а, видать, под нос попал, она двигать не двигается, а под нос попал, видать. Последняя вот это я последнюю ставил. Нехорошо, отлично. Как-то вот так. Так, ну что, на улице у нас стемнело. Пробежался по лункам. Вообще ни одной поклевки. А правый берег, левый берег. Бесполезно. Вернулся сюда. В палатке Ташкент, жара. Посидели уже минут 15-20. Тоже ни одной поклевки. Мне уже начало
кумарить, потом засыпаю, но все-таки не выспались, получается. Мало поспали. Серега тоже здесь не видел ни одной поклевки больше. Да, вот как этих окуней двух вытащили отсюда. В общем, не знаю, что делать. Подождем еще где-то, наверное, часик. Если поклевок не будет, смысла торчать здесь, наверное, будем собираться, сматывать жерлицы, собирать палатку. Блин, палатку так неохота собирать, блин. Ну, смысла здесь оставлять тоже ее нет. 2 месяца она здесь торчать не будет, налить, все такое, все возможно будет. Лучше соберем. Потом как-нибудь ближе к весне приедем. Поставить никогда не поздно, всегда можно будет поставить. Так что от нуля мы ушли, хорошо ушли. 6 окуней, щука. 3 схода, обидно схода на удочку, на блесну, на удочку. Ну, подождем еще часик где-то и будем собираться. Как-то вот так. Нормально. Серега вообще доволен, говорит. Я вообще доволен. Щуку поймал, окуней подергал, в палатке посидел, в избе пожил. Да. Такой насыщенные 2 дня были. Вообще отлично. Так что не зря приезжали, все хорошо. Так, ну что, поклевок мы так и не дождались. Идут сборы. Собираем удочки, собираем все манатки. Убираемся все за собой. Живцов, что осталось, убрали в тюрьму, опять закинули на весну. Весной, может быть, получится еще здесь порыбать. Сколько? 32 живца. 32 живца. Если все выживут, то это очень хорошо. Прошлый год 10 плотвичек было. Из них мы, наверное, штук 7, наверное, щук поймали. На белую рыбу здесь щука весной ловится. Щуку мы одну все-таки зимнюю поймали, новогоднюю. 6 окуней поймали с озера. Так что нечего обижаться. От нуля ушли. Да, Серега? Да. Удовольствие какое-никакое все равно мы получили. Посидели, побалдели в избе, в палатке. Заморочились. Ну, ничего страшного. Зато теперь Серега знает, как это. Ну это лучше, чем сидеть дома на диване. По-любому. Так что сейчас все собираемся, выезжаем в избу, собираемся в избе. Ну там сделаем короткое включение, чертовского попьем, да, возможно, на дорожку. И все, и будем уезжать домой, грузить буксировщик. Надеюсь, сегодня он до дому доедет. Вторую банку тоже можешь вливать, наверное. Так, вот мы везде. Перед тем, как выехать домой, решили хорошенько прогреться. А так как у нас еще вот 2 банки супа целых осталось, не повезем же мы их обратно. Хорошо подкрепиться. Дорога дальняя, дорога холодная. Хотя у нас потеплело. У нас. Так, в избе минус 0,2 градуса, а на улице минус 24. Это на 13 градусов уже потеплело. Так что и технике комфортнее ехать сегодня, уже он едет как бы более так. А то как бы кислорода не хватало вчера ему. Мороз такой. Крышка там где-то еще была. Затопили печь. Сейчас перекусим хорошенько. Соберемся и потом уже поедем. До весны больше я сюда не приеду. Который раз я уже это говорю. Поесть горячего и можно. Да. Голова замерзла. Замерзла. Так, у нас супчик согрели. В общем, решили так. Есть такая поговорка, что с рыбалки без рыбы ты можешь приехать, а не допить рыбацкий напиток неправильно поймут. В общем, осталось у нас немного от Бородинской, немножечко. И осталось немножко у нас бальзама дальневосточного от Игоря Александровича. В общем, решили под борщец
Ну что домой везти обратно, правильно? Да. Так, что? С бородинки? Или не- Давайте с или- бородинки. Давай с бородинки. Она холодненькая как раз. Перцовочка у нас закончилась. Так. Ну вам, друзья, налью бальзамчика немножко, наверное, да? Не против? Так вот, да? Видно. Хорошо. Немножко бальзамчика. Ну что, Серега, как рыбалка? Все замечательно. Грустно только уезжать, конечно. И Не как хочется, бы да? Не хочется уезжать. Тем более столько продуктов еще осталось. Можно Да. было денек, второй. Вроде бы и не клюет ничего, но вот адреналинчик хапнул сегодня, пока щуку тянул, Да, правильно? да. Щуку. Пустой же, не от озера тебя видишь, выделила щучку. А так бы закинули бы, скажем, вот вчера раньше приехали. Ну, замерзли бы, конечно, замерзли. Да. Ну все, что сделали, то сделали. Как что, в избе посидели, поболтали, поговорили, В палатке- поморозились, Да, и в палатке в палатке порыбачили. побалдели. Что, нормально, я считаю, так сказать, в поход сходили. Да, Ну что, это разве плохо? поход шикарный. Нормальный поход. Просто так некоторые ходят, чтобы возле костра посидеть там где-то в лесок. А мы еще и с рыбой домой пили. Так что... Так. Ну. Алло. Что-то тебя не слышно. Сейчас на громкую. Ты в прямом эфире, мать. Ну а что, вы еще дома, что ли, не пойму? Мы, да, в лесном доме. Скоро приедем. Сейчас поужинаем, согреемся. Мы пока с озера доехали, замерзли все. Вот. Ну вот, магазин опоздаем. Ну, опоздаем. С утра завтра, значит, поедем. Что теперь, блин? Нам еще ехать и ехать. Так и так бы опоздали. Раньше 10-то я домой не приеду, наверное. Нам еще буксировщик грузить надо. Все, ладно, давайте там. Ну, хорошо, давай. Скоро приеду. Супруга ругается, потому что надо было сегодня покататься по магазинам с утра, чтобы все готовить уже праздничный стол для Геннадия младшего. Рождественский подарочек он у меня. Ну ничего, завтра с утра пораньше прокатимся, сделаем все дела. Ну давай, будем закрывать нашу рыбалочку, наш поход. Понравилось хорошо. Да. Мне лично тоже все понравилось. Я Давайте, друзья. только двумя руками Ваше за здоровье. такие выезды. Тем более уже сколько? Неделю, наверное, отдохнул. Сейчас немножко отдохнем. И посмотрим, что они будут загадывать. Выезд, наверное, будет не раньше середины января, а до середины января, возможно, где-нибудь возле поселка, может, попробую что-то где-то рыбки поймать. Может, ежиков половлю, может, также вот надумаю, палаточку натяну и где-то на вставные. Ну, надо знать где. В общем, не будем загадывать. Что будет, то будет. Будет день, будет пища, как говорится. Давай, с завершением рыбалки. Нам еще предстоит заехать. Спасибо за гостеприимство. И Всегда, пожалуйста. Отработаешь вахту, приедешь, еще сгоняем. Так что звони, договоримся, поедем. Будет весна, уже приедешь, будет уже теплее. День будет длиннее, самое да, главное. да. Что-нибудь да придумаем. Может, и рыба будет активнее. Так что видимся мы не в последний раз. Кто еще не знает Сергея, заходите на канал. Снимать пока ролики пока некогда, как говорится, и то на командировке кое-что. Да. Пытаюсь что-то сделать интересное, нарезать все равно. Ну. Пусть не совсем по своей тематике, да, ну не по своей теме. Но больше ударение ставлю на какое-то, ну, на творчество, что-то. На изделие, что на делаешь. изделие, что-то, да, такое своими Ты мне руками. скажи, как переводится carving art? Резьба, А, резьба? да, По дереву, да? арт-резьба, да. Художественная резьба по дереву. Вы Карвинг это резьба. Так что вот зайдите на канал и посмотрите, что Серега режет. Он просто режет
Не буду говорить, заходите и смотрите. Давай. Давайте. Бородинский. Напитка попробовал, да? Да. Где еще такие попробую? Ну и на этой прекрасной ноте будем прощаться, наверное, друзья. Нам еще грузить буксировщик. Сначала доехать до деревни, загрузить буксировщик, доехать до поселка. Домой приедем, ну если к 10-11 уже хорошо. Так что Да, работы еще много. давайте прощаться. Всем спасибо за внимание. Спасибо за До поддержку. свидания. Всем до свидания. Всем добра, ребят. До встречи на канале Кумир Рыбак. Она не за горами.